Вера в чудеса фотошопа заставляет людей скептически относиться даже к реальным снимкам. Зачастую, увидев действительно редкий кадр, люди принимают его за проделки дизайнера. Но на этих снимках только мастерство фотографа и волшебная красота природы. Аэрогель – материал на 99,8% состоящий из воздуха. Это невесомый материал будущего, его еще часто называют замороженным дымом. Аэрогель – весьма необычное творение человеческих рук, материал, который за свои уникальные качества заслужил 15 позиций в книге рекордов Гиннесса. Это не камешек на фотографии, НАСА показала обратную сторону Луны на фоне Земли. Изображения сделаны с расстояния 1,5 миллиона километров от Земли. Это ночной Нью-Йорк, но похож на электронную плату. Аэрофотосъемка была сделана с вертолета в ночное время с высоты более 2 километров. Броненосец в режиме защиты. При самой незначительной опасности животное сразу превращается в округлый шар, пряча внутрь голову, хвост и ноги. Можно сколько угодно катать такой шар по поверхности, броненосец все равно не развернется. Руками его тоже нелегко развернуть. Одна из разновидностей зеброидов – помесь зебры и лошади. Эту представительницу зовут Эклайс. Это дочка белого коня и зебры. Родители познакомились на ранчо в Северной Италии. В итоге у зебры родилось вот такое существо. Потрясающая фотография. Это чистейшая вода озера Мелиссани, Греция. Глубина его на середине доходит до 39 метров, но вода настолько прозрачна, что можно видеть дно. А на этом снимке серфингистка тренирует выносливость. Она бегает по дну океана с 20-килограммовым камнем, чтобы иметь силы противостоять ударам волн. Эти фотографии выглядят как из фильмов ужаса. На самом деле так выглядела местность после аварии на алюминиевом заводе в Венгрии. В результате разрушения плотины произошла утечка около 700 тысяч кубометров токсичного вещества – красного шлама. Неожиданный эффект. Прошедший через лес поток оставил после себя следы. Это случилось после разлива реки в Канаде. Клетчатые волны. Такое ощущение, что параллели и меридианы нанесены прямо на поверхность воды. На самом деле такое может произойти, когда волны одного направления продолжаются, несмотря на смену ветра. Они пересекаются, создавая сдвиг и такой рисунок. Невероятно реалистичные картины, которые рисуют при помощи цветных карандашей и воска. Эта техника называется икар. Используется специальная доска, определенные фрагменты которой нагреваются и позволяют растопить воск, благодаря чему удается добиться плавных переходов и удивительной мягкости в картинах. Зимний контраст в Кракове, Польша. Сказочное место. Это вулканические дюны в национальном парке Лассен Вулканик, США. Магдебургский водяной мост в Германии – одно из самых необычных инженерных сооружений. Иногда его называют водный перекресток. Он представляет собой мост-канал для передвижения грузовых судов и является крупнейшим мостом в Европе. Его общая длина составляет 918 метров, из них 228 проложено над водой. Магический фонтан-кран, висящий в воздухе, находится в городе Кадис на юго-западе Испании. Секрет известной достопримечательности очень прост. Под потоком воды, стекающим из висящего крана, скрывается полупрозрачная водопроводная труба. Именно по ней вода подается в фонтан и держится сама конструкция. Стоит заметить, что парящие в воздухе фонтаны не такая уж и редкость. Подобные краны есть на Канарских островах, в Цюрихе, Канаде, в России, в Украине и, возможно, где-то еще. А на этом фото ученые изучают направление и интенсивность воздушных потоков с помощью цветного дыма. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Принцессы Юлианы начинается прямо у пляжа. Так что самолеты при заходе на посадку пролетают на высоте 10-20 метров над головами туристов. Место слияния реки Уругвай и ее притоков в провинции Мисьонес, Аргентина. Уругвай в сезон дождей становится почти красной от глины. Мост над замерзшей рекой в Польше.
одна из станций метро в Стокгольме. А на этом снимке изображена липучка под микроскопом. А это каменные волны в Аризоне. Это эффектные скалистые образования из песчаника, расположившиеся на плато Колорадо. Друзья, какое из этих фото вам показалось менее реалистичным? Спасибо за просмотр, ставьте лайк, делитесь видео. До скорого!